Как прошел год у Николая Халезина? Быстро. Загадывайте желание. Покуль режете яйки. Видите ли вы края? Тебе передать? Да, Вы, вижу. главное, не остальные. Видели ли вы края так, как Водичку вижу их я? Никому не нравится морковь. Наконец-то. Раздевайся! Вот из этого когда-то прекрати кусаться. Это я в субботу утром после пятничных загулов, я селедка под одеялом. Бачок. Худеешь. А, ты об этом? Хранить свой майонез. Ты об этом? Тебе попался старый картофель. Ну ты еще свеж. И он вот так сделал. Вот так руку засунул под бороду, потом так Ох. опустил бороду. Спасибо. И пошел. А Артем с горла. Значит, самый неловкий год был... Новый. Я... Когда я закрываю глаза, мне всегда видится Новый год. Никакой другой праздник, даже не день рождения, только Новый год. Потому что в этот день сидят за столом все твои близкие люди. Они теплые, они уютные, они любят тебя, они дарят тебе подарки, ты даришь им подарки. Это всегда здорово. И сегодня я пригласил за этот стол своих друзей. Артем и Ксюша, Денис и Катя. Привет. Всем Привет. Здравствуйте. Привет, Привет. здравствуйте. И сегодня у вас соревнования, вы поняли? Да? Соревнования. Соревнования. Сегодня нож. Сегодня у нас батл. Это не батл, где вы там друг друга должны там Вы сегодня готовите 2 оливье. Оливье батл. Советский. Вот советский, И давай французский. Вот советский. Советский и французский. Вот, да. Вот. Но сначала мы немножко восстановим справедливость. Так. Девушки поменяются своими местами. В этом усматривается какая-то справедливость, В этом есть оказывается. сакральность. Прощай. Все уже, все. От всех вокзалов поезда. Знаете, что самое важное в этом? Что любительница дожинок попала к человеку, который в дожинках никогда не участвовал. Приличному человеку, то бишь. А я? А ты, подожди, я что? Я тебе скажу, у нас здесь... По наклону. У нас дело в том, что здесь даже подсказочка лежит, да, это ингредиенты, как правильно делать салат оливье, и первая же строчка звучит так. Картофель вареный, ингредиенты, картофель вареный, в скобочках, желательно не молодой, запятая, а старый. Закрыть скобочку, тебе попался старый картофель. Ну ты еще свеж. Ну, с глазками, но уже с глазками, заметь. Значит, давайте вернемся к оливье. Да. Все, поменялись, пары у нас новые. По сути, камин-аут такой вот совершился только что. И у нас 2 оливье. Первый советский, это понятная история, да? Но Бог в деталях, все в пропорциях. Что у нас получится в итоге, мы посмотрим. Но это самый привычный, по-моему, продукт новогодний для белорусского стола. Справимся, так, я Картошка, майонез, колбаса, морковка, огурец, яйца, горошек. Все есть, соль. Ты забыл. Но вопрос в пропорциях. И французский. На самом деле, если говорить по большому счету, то вот из этого когда-то, прекрати кусаться, когда-то из этого, вот это когда-то превратилось вот в это. Итак, Люсьен Оливье, который работал в ресторане «Эрмитаж», к сожалению, русском, придумал этот салат, да, в котором были рябчики, язык, каперсы, раки, И корочка. раковые шейки, красная икра, черная икра, красная икра. Ну, вы все дальтоники, это вообще-то это черная икра, мы будем считать так. Перепелиные яйца, 2 вида огурцов. И потом вот так типа титр такой. Прошли годы. Вареная морковь, горошек, соленые огурцы, вот этот батон и майонез вот такой. Вот такая произошла история. Я считаю, что наша с вами миссия сделать 2 хороших салата, и чтобы белорусы наконец-то выбрали что-то настоящее.
Все, тишина. Тишина. Начали. Вот, видишь, тебе Угощайте. угощай. О, Нет, спасибо, пожалуйста, спасибо. пожалуйста. Спасибо, добрая Итак, самаритянка. спасибо. У вас есть рецепты. Всё, Я мы уже сегодня не погнали, готовлю. давай мы так Я само. сделаю для Ты французского салата майонез, Картофель не обязательно. поскольку туда магазин До речі, провансаль не тут идет. вельми смачно. Начинайте работать. А я пока расскажу вам историю. Рассказывайте. А, Режьте. Самый нелепый Новый год, который я праздновал. Мы с друзьями были в 31 загородном декабря. доме, 31 января, в загородном доме. Решили, что мы будем встречать Новый год в лесу. А баня была? Нет, не было бани. Ну как же? Был квас, который в бутылках взорвалась. И я был весь красный, вот как сегодня. Но факт не в этом. А самое интересное, что мы решили, что мы нарядим елку и придем, ее заранее нарядим. Мы придем туда ночью, и там вокруг елки отпразднуем Новый год. Ну, хорошо ты придумал. И потом вернемся в теплый дом, где будем выпивать, закусывать, есть оливье советский и так далее. Красивые И вот кубики мы- какие у тебя. Пришло время. Да, и мы вот так взяли, значит, чуть-чуть выпили в доме, потом пошли в лес. И в темноте мы елку не нашли. Ну, Потому что главное, не елка, так, маэстро, я вам сейчас Главное предлагаю. свет. Знаете этого итальянского шеф-повара, который так, Французского. не путайте нам тут французский, такой красивый мачо. Это, нет, На, вы помогите. берите яйца. Берите, помогайте. Знаете, который я так, помогаю. А, не, он какой итальянский, ты шутишь, он турок. Слушайте, не Он надо. турок занимается У нас мясом. А, тоже- который соль красиво, элегантно. Пожалуйста, давайте. Вот Катя, это турецкий повар. Белорусы это делают с яйцами. Попадите только. Красиво. Молодец. Ваши аплодисменты. Так, а почему вы не пригубили даже перед началом? Как можно Это вы сделать не салат? пригубили. Я Давайте. уже- Это вы не запросили. Давайте. Вы тут пригубляете, а И я тут- пока и тут салат порежу. внезапно Абба. No more шампейн, точнее, совсем нет шампейна, я бы даже сказала. Надеюсь, наш наблюдательный зритель видит. Я, ты кажи, я тебе скажу. Давай. Ксюша всегда поет. Не могу, он так красиво поет. Говори. Не могу Так давай перебивать уже ее. чокнемся. Чмыхнем. Слушайте, Артем, Это вода. Артем, Денис. ты там как? Сам-то как? Я працюю. Давайте, кто, у только кого, две у кого был картошки еще Да. неловкий Новый год? У меня. Давай. Слушай, у меня, значит, самый неловкий год был... Новый. Я... Это мой партнер. Ша, у нас... Ша. у нас, Есть феминитивы. феминитивы, да? Хорошо. Где-то год 92-й я поступил в Я ИНЯС. родилась как раз. Я поступил в ИНЯС, и это был первый Новый год, когда мы студентами, ну вот ты вот оторвался от родителей, вот надо у кого-то на квартире, а квартира была дом Доллар, около Комаровки, вот этот длинный дом такой. А я прекрасно знал, где в этом Что за доме дом выход «Доллар»? на Славянского крышу. или какая улица? Я не помню. Вот дом около Комаровки такой Да. длинный, он кривой, он сверху на него смотреть, он похож на дом. Второй там центр. Нет, да. И я знал прекрасно, я там недалеко жил, и где выход на крышу, это 92-й год. И вот, значит, мы пришли в люди, большой шумной компании, выпили, разумеется. Я помню, что где-то часа в 4 я заскучал, и мне захотелось пойти гулять по крышам. Ну, По крышам. ясно. Вот нет. Я пошел, я никому не говорил, я пошел, значит, вышел из квартиры, оделся и пошел гулять по крышам. Погулял, где-то час гулял. В нынешнее время это называют руфер. Нет, там же плоские крыши, нормально, можно, тогда же на замки ничего не Майонез. закрывали, и все подъезды были без кодов, все было открыто. И вот когда я замерз и решил вернуться обратно, Дверь головой закрыта. я спускаюсь с крыши, захожу в квартиру, как мне кажется, в которую, вот, где все это происходит. Я звоню в эту квартиру, открывают какие-то совершенно левые люди, уже спящие. Я думаю, что такое? На самом деле, я же забыл, что я в другой подъезд перешел. Из нашего подъезда я перешел в другой подъезд. И я начал бегать по этому подъезду, искать
звонить во все квартиры 4, начало 5 утра. Титр прошло 2 дня. Я сел на... Я, понимаешь, такое ощущение, что я попал в роман Стивена Кинга. Надо сказать, это не- другая реальность, другая параллельная какая-то реальность. Я сел на ступенечки, просто я понял, что я вот, ну, ничего мне не остается, я на ступенечках здесь буду сидеть. Потому что я не понимаю, где? Дом длинный, там 10-20 этих подъездов. Потом сквозь сон я уснул, реально, я уснул. Я полчаса проспал. Явилось озарение, что дурак, ты же в другой подъезд вышел. Но потом я еще полчаса искал тот самый подъезд, потому что там много подъездов, а также ты не А запоминаешь. вниз спуститься нельзя было? А смысл? Они все одинаковые. Ты спускаешься вниз, а перед тобой вот десятки этих одинаковых совершенно подъездов. Куда, в какой идти? Локацию не скинешь. В 92-м. 92-й год! Скинул на пейджер. Подожди, штрихи к портрету. Прошел 31 год. Денис Дудинский. Значит, на каком-то мы с новогоднего корпоратива из города условно Гродно едем в город условно Минск. На заправке останавливаемся попить кофе. Денис Дудинский выходит, покупает себе кофе. Мы тоже садится в все большую выходим, машину. кто-то заправляется. Следующий. Монтажная склейка. Денис Дудинский садится в машину и говорит: ну, поехали, что стоим? И оказывается, что садится в чужую машину и даже не заметил. Да, я помню, я запрыгнул в машину, такой, скотч, запрыгнул, такой, ну, поехали. И поворачивается вот так человек, который за рулем сидит. Говорит, куда? Давай твою историю. Вот. У нас гісторыі, у нас увогуле была традыцыя, яна і ёсць, гэта ездзіць у іншыя краіны на Новы год. То бок каляды мы сустракаем з сям'ёй, а Новы год мы ездзім. І была гісторыя, яна такая, не сказаў бы, што самая смешная, але яна магічная. У 2014 годзе, гэта быў першы Новы год наш з Ксюшай, які мы сустракалі ў Львове з нашымі сябрамі. Там быў наш сябра яшчэ Лёня Пашковскі. Дарэчы, Вельмі Лёня, любіць трапляць. Лёня Да, толькі што Лёня. забраўся на Кіліманджара. Душуем Лёня. тебе, дороженький. Так вось, мы ў Львове 14 год сустракаем Новы год і загадваем, што калісьці мы сустрэнемся і сустрэнем Новы год на Манхэттане. Просто гэта загадваем. І забываем пра гэта. Мінуе там 6 год, 2020 год, яшчэ да ўсіх падзей. Нават да коронавірусу. Не помню таких времен. Ты понимаешь, что время немножко расслоилось? До коронавируса в Беларуси и до коронавируса в мире это разное время. Ну, с 19 на 20. Ну, у Беларусі яго не было. Ты аб гэтым? Дык вось. І 20-й год мы сустракаемся на Манхэттен. С видом на Манхэттен. І ўспамінаем ту гісторыю, што мы у Львове реально загадалі такое жаданне. Там у сябры Загадывайте жадание. ўсё працуе. Покуль режете яйки. Давай Друзья покажем из раз. Советского Чтобы помешать. Союза, здравствуйте. Скажите, рябчик — это какая-то птица, у которой какая из частей пойдет в наш французский салат? Грудка. Грудка, скорее всего. Груди. Выглядая на то, что колбасы хапая. Это груди, Катя. Это до тебе, Калина. Здравствуйте, Катя, это груди. Груди — Я это так не люблю Катя. морковку. Так, Пудинг. ну, давай. Рецепт ее что. А можно не добавлять то, что не подобается? водочку. Конечно. Ну, типа, вот... Окей, сябры, а як, Морковка. Ксюше як? не нравится морковка. Никому не нравится морковка. Вы скажите широ, кому подобается морква у оливье? Отварная такая. Есть такая- ли такие люди? такая- Делаешь мельче. І лук порежь. яшчэ. Не, в Воголе. Свисающий. Ой, лук — Свет это даёт катастрофа. чуть-чуть. Ладно, режь морковку. Я, кстати, рада, что мы сегодня без лука, Николай. Я вижу, вы подготовились к Да, нашему приходу. да, специально выбраны 2 рецепта. Был еще вариант батл между шубой и шубой, Ой, не. но там 2 одинаковых салата, что им драться? Ну, тем более мы должны уже отречься наконец-то от всего Слушайте, того, что не нашей да. культуре. Чаму гэта шуба называецца? Хто-нибудь ведае? Никто не знает. Типа этого. Это какая-то дубленка, галиматья. чаму не Да, Да, кажан? это А скорее ты знаешь, многослойный лук. что был еще вариант селедка под одеялом? То есть еще вот Ну, в так моем... это Вау, уже не Почему гэта оно так паэтычна. все называлось? Гэта паэтычна вельмі. Да, вот это даже где-то мило. Это- Мило где-то даже. Это я в субботу утром после пятничных загулов, я селедка под одеялом. Мне нравится вот эти вот вариативность, которая в каждой семье. Это сам там кто-то говорит,
Мы делаем Без только морквы. с курицей. Да, потом мы делаем, говорит Ксюша, без моркови. Ну, Это потому хорошо. что так. Потом кто-то говорит, а мы добавляем яблоко. Чик-чик-чик-чик-чик. А мы яблоко Зараз не поглянем. добавляем, мы добавляем лук. И ты слушаешь все А, это до и речі, понимаешь, что на самом-то деле это все один и тот же какой-то такой обычный продукт. А вот здесь сюрприз на сюрпризе. Можна і олів'є сюрпризом зробити. Когда перепелиные яйца, язык, Ой, надо всю моркву, певно, рябочек, буде різати. Давай рябочек. після зелень, горошка два додадим. вида огурцов. Почему два вида огурцов? Это понимаешь? катастрофа, это ужасно. Это ничего Это ужасного. расточительство нет. французское ваше, вот это вот. Это разная текстура, хрустящий, свежий. и Правильно. чуть-чуть Я вам хочу сказать, у вас солёный. огурцы разные, одной текстуры, они это Тин- новогодние. тинктура, да. Текстура, известный текстура Раковые такой. шейки, да? Они серьезно огурцы по текстурам разбирают сейчас? Давай Потому поговорим что про мы текстуры личности, морквы. тонкой душевной там организации. идет конференция, советская конференция в городе Обнинске по салату оливье, и они возмущаются, что вы два вида огурцов смешиваете. Да, а потом еще ведь есть ланспик. Понимаете, что такое ланспик? Не, жирок? Нет, не жирок. Ланспик. Это бульон, который застыл? сделан как, вот, если проще говорить, как холодец, да. Но это идет потом. Но это на- не холодец. Это не холодец. Потом, когда мы смешиваем, вот Забирайте. я еще для вас вот уже сделал домашний майонез. А можна нам так само домашній майонез? Нет, Слушай, я сейчас свой это из реально ты вот пакета. сейчас на... Да, это майонез. На наших очах, глядите. Настоящий Со майонез. вкусом майонеза? И ланспик пальчиком покрывает можно туда? потом, пальчиком, ножиком Почекай. можешь залезть. А ми зараз слишку В моем знайдемо. восприятии домашний майонез это же такой с утра встал, пару снял, ну что-то надо делать. Вчера был селедка под шубой, сегодня домашний. Домашний майонез. А ви Ты за зробите нам 5 минут такий так сделал. само, вельми смачно. Майонез, да? А розповідіть, Как делать майонез? Он Як- просто як делается. його зробити? Сначала Так. туда, вот на этот объем, который вам понадобится для салата, это 3 желтка. Потом мы туда медленно вливаем оливковое масло и все время взбиваем. Это не знаю. Потом добавляется Муштарда. чуть-чуть соли, чуть-чуть сахара. Вустерчерский соус. Он не надо пугаться названия, он есть во всех магазинах, Я в у вас любой в прошлой стране. программе его видела. Я думаю, что это из А потом прошлого года. Туда добавляется горчица дижонская и выдавливается лимон. Все время это взбивается, и вот в итоге вы получаете майонез, который не нужно делать вот такой майонез, не нужно его покупать, потому что вот это реально, Слушай, я сейчас тоже... реально продукт, Я тебе дам. который украшает любой салат. великою А, ложечкою и Денис. Украшает любой салат икра. да, черная, которая красная. Ну, Папа, а аж почему вердикт. черная Ну, смородина знову ж таки нам красная? уже Потому это. что еще Реально зеленая. круто. Но он Так отличается вот, по вкусу вот от этого. Я хотел вас спросить, что вы там едите в своих семьях на Новый Вы год? там. у себя. 12 страв на коляды, а на Новый год что придется? Так, давай-ка подробненько, милая. Ну. Так это не работает. 12 страв, и там такое типа харчо. Денис, не слушай ее. Я слушаю. Шавуха. Не, ну глядите, у нас просто так атрымалася, што ў сям'і Артём каталік, я праваслаўная. І Как у атрымліваецца... Шалкевича в песне, она православная, он католик. Ну, вось так вось і атрымалася. І атрымліваецца, што Цёма і я, і ўся наша сям'я, мы святкуем абавязкова каляды перад Новым годам, і ўжо святкуем пасля Новага года мае каляды. І ў нас 3 святы у сям'і. Ну, вось так. Таму Так, Новы год, што получается. прыйдзецца, разумееце? Ты пакуль 12 страв на 24 Ну, приготуешь, получается, да. на 25 уже можно там оставить. Хорошо, скажи мне, что вы готовите на Ну что, там павінна быць хлеб, павінны быць гэты... печется? Можна пячы, можна купіць, як у каго атрымаецца. Купить, конечно. Купіць. Што там яшчэ? Напой абавязкова. Мог Купить. быць грыбны альбо кампот. Ну, то бок штосьці такое павінна быць. І ўсё постнае. Нельга мяса, нельга рыбы таксама, мне падаецца, так? У першай. Рыбу можно, Рыбу можно. Ну, нічога мяснога. Какой яиц і веселый у так вас далей. праздник. Ну і там все, що Получается. атрымаецца. Компот і Запікаєш хліб. рибу, бульбачка. И бульбочка. Главное 12. Так, 12 павінна быць. А яшчэ платкі лічыцца. А на Новый год вы не едите, я так А понимаю, на Новый год, 12, я ж да? кажу, вино, Там понеслась. безалкогольное. Разумеешь? Безалкогольное вино. Так, шампанское. Круто.
Ну, это мой варіант. Бачиш, як я сумно живу. А Артем с горла. 18-летний. Що ти зробив? Я поперчил, посолил. Что я сделал? Артем, как Вот, если вот, жена вот, пьет всё, нет, безалкогольное нет. вино, ты как? Я по-розному. Ну по-розному, насамрэч. Гэта просто залежыць, разумееце? Залежыць ад колькасці канцэртаў у годзе. Калі іх шмат, тады на Новы год можна і водичку газірованую. Вось, бо організм не кожны з'едзе. канцэрт гэта свята. Платформка. Але гэты тур, можна Дайте сказаць, што мы калбаски просто як у Тома Йорка, ведаеце, у гісторыі. Ну, думаю, что так, крышечку можно. Чаму гурт Radiohead увогуле стаў такі Печально. печальны? Магчыма. Цудоўны. Чудовный. Великолепный и печальный, не, давайте. гэта не адна галоўная прычына, але я ведаю з інтэрв'ю, што яны распавядалі. Мы пасля сейшана, калі все шлі закидываться, мы ехали на репточку, разбирать, что было правильно, что было неправильно, что мы робім на наступным канцэрце. Вось такое сумное жыццё, але гэта праца. Про Radiohead расскажу вам одну коротенькую историю. Когда они были молодыми, и их регулярно бросали с деньгами, то есть это такая была целая история, когда их все время что-то кидали с деньгами, считали, что это какие-то салабоны, а на них уже Давай я шли. чашку возьму, И допомогу. они завели такое правило. Их концерт стоил 1 000 000, и администратор, продюсер, стоял вот так за кулисами с открытым дипломатом, в котором лежал 1 000 000 фунтов. А они проходили вот так мимо, смотрели в него, шли на сцену. Давайте за то, чтобы вы сделали сейчас точно так же. В следующем году. Не хочешь нас... Мы можем в евро, в долларе можем взять. Можно не в фунтах. Ты режешь салатик. Главное, не держите, ладно, или держите, если хотите, деньги в белорусском рубле и в дипломате. Ну, Главное, лучше. не держите зла. О, это головное. А, На Давайте- белорусский рубль. Давайте так, сейчас хочу от вас по очереди услышать, как прошел прошедший год. С меня начинаем? Да, с тебя начинаем. Можешь там Ты же ДД у нас ДД. по алфавиту. Жена велела говорить, что Новый год, этот год прошел хорошо. Спасибо Просто большое, замечательно. дорогие люди, нам ничего не нужно, у нас все есть. Я сыт, здоров, у меня постирано, убрано и все хорошо, правильно? Гэта на Правильно позднее. спрашивает мужчина. У тебя вас, пытаюсь Товарищ сделать. полковник. Согласовано. Макет согласован. Макет речи согласован. Все согласовано, подписано. Ну Наталья. что произошло Хотите за этот эти- год? Денис, давай. Слушай, не да Ой, томи. давай, что- мы подгребем. Давай. Сложно сказать. Это, Что происходит? Пойдет на украшение еще сверху. Нас это. Сложно ну, сказать, украшение еще. столько событий было, что... Ты знаешь, Вы все уже пойдете? дай бог, что мы не растеряли то, что приобрели в предыдущие годы, свою какую-то Точно? идентичность, Вот это нам. возможно. Кому я это говорю, потому что меня никто не слушает, то есть я, в принципе, могу не нести. Ой, меня кто-то слушает. Давай, я слушаю. Как и весь год, собственно. Все было классно. У нас шмат, что Что сделали? новые краины. Новые краины. У нас Какие, атрымліваецца- называй. Так, где мы были? Мы доехали до Швеции. Мы доехали с шмат концертами, где. с Шмат концертами. где. Мы доехали до Швеции, мы доехали до Франции. Так, напэўна, самае вялікае ўражанне ў гэтым годзе гэта Партугалія і О, гэта і до акіян. Португалии еще. І у нас атрымалася, мы Ну, зрабілі як? там канцэрт, снялі домик Так? на заре і пісалі там новы альбом. Але Самый высокий волн. але гэта Ну, напэўна мы былі не ў самае сезон. вялікае ўражанне гэта акіян. І лічу Да, гэта конечно. Там есть мусор. И отсутствие людей на берегу. Так, Не всегда. не всегда. Там, конечно, были мужики, некоторые на, як кажуть, на пісюнах. На чем? мы просто попали на... Они нудистские пляжи в основном, у них тур был, нудистские пляжи Португалии. Не, просто мы трапили так, что был велизарный. Просто ведаешь пляж, где ты вот так стоишь, и там просто без конца Так, і ми песку. приходимо з Ксюшею на пляж. І там нікого нема. Ми такі І лежимо. просто як пустині серед там пилі. Іде і волн. один мужик, другий, третій. Не лезьте в мой сон. Голенький. Ну, конечно. Голенький. І ми такі, Ксюша, ми на нудистському пляжі. Раздевайся. Роздівайся.
Там голые мужики. Ксюша, раздевайся. Прости, Ксюша, давай. Давай пересыпем Пригоженьку. А сам такой в пальто. А, вот так, да? Ну, Нет, давай, перед кем как не распахнуть. запэцкать. Может, еще один огурец хотя бы? Потрошечку. Вот, грустный. Попробовали по вкусу? Огурец? Антон, попробовал по вкусу? Оближите ложку, попробуйте по Пробую. вкусу. Я Соли только хватает ли соли, О, бачок, хватает бачок, ли вот. Сейчас. перца, Что ж вы творите, демоны? А что у вас там не так уже? Они едят шедевр. Я бы добавил майонез остальное. Хватит. Замешивай. Сами замешивайте. Я вот в этом больше... Я умываю руки. А, да, кстати, я помою руки, потому что ты грязными руками нельзя. Что это за макаронный салат? Давай уже. Ты не спроволал. Я не умываю. Это они вот говорят. Да, спасибо, поздно. Здравствуйте, Денис. Что вы думаете? Подожди, давай, я вам сейчас объясню, что я думаю по этому поводу. Слушайте, идите, ешьте свою еду. Здравствуй, смотри, какую хрень они здесь сделали. Ха-ха-ха-ха-ха. А вон там у ребят какой вкусный салатик. Идем туда посмотрим, что там за салатик. Какой замечательный салатик. Это мы понимаем, салатик. Опа! Если, значит, вы смотрели выпуск В мире животных. прекрасной этой программы со мной и думали, Давай что разом я... на камеру, То нет, вы еще мужа моего не видели. Мы всей семьей. Подожди, а это программа «Колыханка», это вы видели? Вот эти, как Вот эти раки рука в из-под этого, задницу, вот у которых мы. Яны скрали раков. Верните раков. Бонусом мы сделаем. Это от давай. бедности, что украсить хоть чем. Так, Раками мы в Беларуси украшаем от бедности раками. я прошу прощения, вы вдвоем уже попробовали все разы? Я могу в третий раз протереть салфетку, посолили, помайонезили. Все, тогда еще одну, и мы всё. наводим... Дайте, пожалуйста, салфеточку. Гляди, Ведущий. тут есть Человек ведущий. икра. Пригоженьку такой пим. Сейчас будет, только надо что-то навести. Мы же... Я работала в ресторане в 14 Да, лет. еще икра, Мы хорошие. раковые шейки, еще ланспик. Ну, может, будем это? То есть нужно Вот, собрать- слушайте, собрать займитесь максимально. этим. Жулі. О, а что там у вас? У них там что-то У вкусное. нас бонус. Ми вирішили, ми вже Бонус. все зробили, ми вирішили Горошком зробити. украсть, это ж как в лучшей А, машине Артем, смотри, белорусской. а твоя как, расцвела рядом со мной. Смотри, что Так я ж тому творит. і прийшов. Хочешь расцвести рядом со мной? Я бачу. Приходи. Все розцвітає. Как стемнеет, на сеновал. Вау. Нет, мы в Европе нормально. Подождите, Европе вы там что, тоже. все рассказали? Это В вот Европе всё, вы даже втроем Получается можете жить. так, Даже значит, Горошком это вчетвером. так само Да. украшають? На самом деле не все рассказали. Получается, у Нави все было хорошо, а у вас селедка под обычно. шубой, да? Не, були різні моменти. До Артема не дійшла черга. Насамрэч былі розныя моманты. У гэтым годзе было шмат суму. Адзін з такіх сумных момантаў гэта страта блізкага чалавека, які ў Беларусі, і да яго мы не можам паехаць, это наш дзядуля. І мы былі ў канцэрце ў Батумі, мы пра гэта даведваемся. І адчуванне такое, што гэта пачуцце, якое звязана з многімі людзьмі. То бок вельмі шмат людзей разумеюць, што калі ты, не дай бог, страчваешь близкого человека, Да. то ты не можешь поехать. Мы это пережили, И все. это- У нас семья пережила это Не дай бог комусь-ці. І як вось ёсць яшчэ жывыя там дзядулі, бабулі. І адзінае, што ты загадваеш, гэта дачакацца, каб убачыцца. Да. Мы тем временем приготовили еще одно блюдо. Просто яйца, да. И вот к Яйца с майонезом. анонсировал Просто он, а нет. теперь, пожалуйста, расскажите о событии, которое группа Навибенд подарит нам этой весной, потому что это очень важное событие. Ну, ми Дякую, Катя, што ты так Насамрэч, падвяла. Билеты по ссылке в описании. насамрэч, у гэтым годзе 10 гадоў гурту Наві Бэнд, юбілей. Да, І мы вырашылі, што для гэтага трэба зрабіць велізарны канцэрт. Пакуль мы вельмі хацелі б, канешне, трапіць у Мінск і зрабіць там велізарны канцэрт, але на сённяшні дзень мы знаходзімся тут, і Варшава — это такі пункт, дзе беларусы могуць сабрацца, таму 25 мая 2024 года запрашаем вас на юбілейны канцэрт гурта Наві Бэнд. 10 гадоў. А ведь
Никто не знает, как история может повернуться, и, возможно, 25 мая, Перенесем в Минск. В Минск-арену даже, если захочешь. Мінськ-аренду. Мінськ-арена. А коли у вас есть виза, так долучайтеся до гурта. А яка була А, я перша не туди, ви пісня? сюди. Я ведаю, але, мабуть, наші глядачі не ведають. З якої ви з'явилися на білоруській Ми естраді? удвох і з'явилися спочатку. З якої пісні? Обдимі. Обдимі Обдимі. мене була перша. Ага. Мгм. А потом история. Ні, це про Раз. А твоя какая была первая? Я не про девушку певечную. Моя. Ты знаешь, вы знаете, Столько было первых песен. Вот это когда мы на Эбби Роуд. Разве все упомню? Пол Маккартни приходит и говорит: Пол, слушай, принеси кофеечку. Выглядело как будто салат в магазине столичном на Якуба Колоса. Знаете, там есть такое кафе столичное, и там вот тоже так раскладывают эти... Порционно он выглядит по-другому. Конечно, по-другому. Знаете, как он выглядит порционно? Там, значит, берут Цилиндрик такой. от мороженого берут такую на ножке эту вот креманочку пластиковую, знаете, как в детстве морожка шариками. Кладут этот салат, сверху вот этот вот. Не трасись, я за Да, потом еще петрушечки чуть-чуть так для украшений. И продают салатик вам все за 6 забили. рублей 12 Яйки копеек. взгляди. Знаете, что в Беларуси копейки? Да, я знаю, но Так, я если- мало ходит. Я вам хочу сказать, что без этого вот жуле было гораздо приятнее, гораздо более люксово. А придется. И корку А ты выложи, нам, да? пожалуйста. Так, Я не чувствуешь, хочу что- и корку переводить. чтобы вы не смущались, ланспик это. А можно не- понюхать? Понюхать, да, можешь подожди попробовать. Хотя нет, тебе нельзя. Это когда варится бульон курица и добавляется Ну, туда смачненько. и мясо, Пах. и делается по сути такой, как холодец. Бульон? Это такой Это бульон. рослый По желатин. сути, бульон. Да, Слушай, да, как рослые это? желатинки Это то, чем для, заливали язычок? По В сути, детстве. по сути, да. Петрушечку И- передайте, пожалуйста. О, не-не, и, укропчик э, лучше, он более И приятный. это дает такую Хороший. определенную... Ты режь? Пока. Давай. Ну, ми зустрінемося хутко. И дает текстуру, которую... Я в этом больше не салате могу нет. вот это смешивать. Я считаю, что икра... её Она же так- для украшения. Её так- А дай мені так Сейчас само я передам. поукрашать. Ксюш, Ой, щас я давай всё- мы по Я сейчас Ну, что буквально, это поукрашать? буквально у них же минута, и я яйца, передам у вам них ее есть в зеленая икра на использование. яйцах. Могу вам сказать, как у меня прошел год. Ну, вообще-то мы тебя и не спрашивали. Но вы не спрашивали, поэтому я рассказывать и не буду. Как прошел год у Николая Халезина? Быстро. Спасибо. А икру передайте. Я вже лижечку Просто взяла. съешьте ее. Катя, ты что? Подожди. вела в Вы, этом? во-первых, вы же получили немножко с не супругой признание британской короны. Да. Да, мы получили ордена Британской империи. То Ух есть, ти, как бы, пригоже и- гучить. Да, звучит неплохо. Віншуємо. Дякую. Ці є в Гоголі Білорусі, Это- які отримали. Это как, ну, фотографии мы видели. Ну, Да, ну, что происходит внутри у человека, когда ему говорят: а сейчас тебе вручат орден Британской империи. Король вручал? Ничего. Нет. Нет, пока мне вручат 24 января в Виндзорском замке, а Наташе вручали в Букингемском дворце, вручала сестра короля. А что круче? Кто более крутой? Кто более крутой, она всегда более крутая. Всегда, априори. На Запомнил, как надо на самом деле это странная история, потому что получала там вот 50 человек приблизительно, разного степени наград. И прикольно, когда ты читаешь, кто эти люди. Это вот у нас это сплошные какие-то политики, чиновники, да, это. А тут такая девушка, допустим, за развитие свиноводства или за работу в организации по адаптации детей алкоголиков. Но мне кажется, что самое важное не те там... Это, мне кажется, награда такая хорошая для Беларуси, потому что люди могут говорить, которые любили говорить, кому вы там нужны? А на самом деле везде мы нужны. То есть везде, я смотрю сейчас на белорусов здесь же, в Польше, да блин, все крутые. Ну все да, крутые. да. Чего хочешь? Хочешь найдешь себе массажиста, хочешь найдешь себе там парикмахера, хочешь найдешь компьютерщика. Кого хочешь ты найдешь. Съемочные группы сейчас такие стали, которые прям, я понимаю, что там БТ на отдыхе сейчас. Это так круто.
Меня на самом деле это вот этот год, который это все подарил. Потому что тут вдруг становятся все такие классные. Всё. Спектакль. Спектакль же. Да, еще опера была. Дикое поливание. Дикое поливание. И это была отдельная тема, потому что мы так хотели собрать тоже белорусов, чтобы... А нам говорили, что белорусы не все потянут. Нет, все потянули. Более того, забили англичан. То есть вот англичане, которые были, всегда с нами работают лучшие там технические составы. И вот представьте себе ситуацию. К первому спектаклю дело, а балансы звуковые не выстроены, потому что очень сложно. У тебя, с одной стороны, вокалисты оперные, с другой стороны, драматические актеры, оркестр, мультимедиа и плюс электроника. То есть все это совместить в баланс почти невозможно. И англичане не могут справиться. Вот люди, которые уже, кажется, собаку съели, они уже перезвучали всех. Нет. И Виталий Алексеевич говорит, надо вызывать Ксюшу. Хорошее имя, да? И мы такие, какую Ксюшу? Он такой, не волнуйтесь, все будет хорошо. У нее как раз 3 свободных дня. Из Мюнхена прилетает белорусская Ксюша, которая работает, она настраивает оркестры в студиях симфонические на запись. То есть, какое у нее ухо, я не знаю. Должно быть вот по виду вот такое, да. То есть, и она становится в центре зала и начинает говорить на языке, которого мы все не понимаем. 14 минус децибел, 12, разделить на 46. Говорит, что, почему? Она говорит, потом она спускается такая в оркестровую яму, так на нас смотрит и говорит, ну и почему крышка рояля открыта на 5 сантиметров, а не на 20? И мы такие друг на друга. А почему, блин, так открыто? Почему? Что? Нет, вот мы думаем, да, тоже. Почему? Да? И в итоге она отстраивает за полдня все балансы, и ты понимаешь, приехала белорусская девочка, ты первый раз ее видел в жизни. Она навела порядок, и эти британцы эти смотрят, блядь, что? Я говорю, вы макнули? Вот так. Начать дегустацию, подведем итог. Вот что мы сделали, собственно. Мы сделали 2 салата. Оба оливье. Один французский оливье, а второй оливьевич назовем. Да? Моя жена называет этот салат горошек. Бабушка, иди. Правнук, да. Или про дедушку, Что здесь? дедушку. Здесь понятная история. Традиционная. Горошек, картошка, морковка, Колбаска, майонез, колбаса. огурок. Все, для украшения 2 пластмассовые Настроение. и 2 пластмассовых рака на украшение. Они живые. Да, здесь у нас рябчики, язык, ланспик, который сделан из бульона, назовем его французский холодец, например, да. Красная икра, которая подразумевается, что она должна была бы быть черная, это единственное, что мы изменили. Раковые шейки. Огурчик такой. Огурчик такой. Не такой. Не такой. Картошки немного, да. Да. И перепелиные яйца. Собственно говоря, вот Каперсы это были и есть... еще. Чё, каперсы? А Ксюша записывала? Ксюша записывала, За своим, похоже, или посмотри. подглядывала. Мабуть, подглядела. Фотографичная память. Получается, что, собственно говоря, вот это тот самый оригинальный рецепт, который и делал сам Люсьен Оливье, а это то, что сделал какой-нибудь Федор Ксюша, Петрович Денис. Запертюйкин, который решил преобразовать это в это. Но не хочется как бы ругать это. Мы вообще-то Потому этого что у них съели. еще яйца есть вообще. Сколько мы тонн этого съели? Подождите, как это можно ругать? С такой душой Как там? слублено. Базик, горошек, колбасника. Да вы Колбасы, что? У кожи ругать? Забирай домой Вот, колбаску, пока мы вот это дают. еще попробуем. Вот Да. с этим к этому вопросы. Да, давайте так. Сейчас мы наводим порядок. Я не люблю, когда грязно за столом. Я уже Мы наводим прибралась. порядочек и начинаем пробовать и выносим свой вердикт. До свидания.
скажу вам, кормить сейчас будут. Я тебе сначала расскажу, что однажды ко мне пришел Дед Мороз. Родители, не знаю с чего, это было один раз в жизни в моей. И папа такой, типа, может, Деда Мороза позовем? Мама такая, что, позовем, давай позовем Деда Мороза. Заходит в дверь Дед Мороз. И я такой, Дед Мороз, ну я понимаю, что это не Дед Мороз, это дядя. Вот реально дядя, Пьяный? ботинки. Вот слушай, вот это и есть история. И Дед Мороз такой пришел, что-то мне принес. Даже не помню что, неважно. Он подарил мне, я просто на его так рассматривал долго. И он такой, можешь мне подарок? Молодец, как год провел, давай. Я такой подарок взял, вышел. И что-то я решил вернуться в коридор, потому что он еще не ушел. А папа такой, ну а Деду Морозу же надо было всегда налить, как бы, чтобы. И папа такой, он сам водку не пьет, но нашел какую-то водку, налил там вот такую, ну вот такую вот. И, значит, Дед Мороз такой, спасибо, тем же голосом. Вот как он разговаривал со мной и также с моим папой. Хотя это как нонсенс, да, немножко такой, спасибо, хозяин, такой взял. И он вот так сделал, вот так руку засунул под бороду, потом так... Опустил бороду. Спасибо. И пошел. Хорош. Все, Блин. все разрушилось. И я понял, что Деды Морозы бывают. Просто Так а что ж мы-то сидим? А мы вот надо. Тут у нас с хандом, майот с хандом. Да, с хандом. Империал, заметьте, империал. брут, Шампагне. шампагне Да, и мы должны шампагне. сначала Шампагне. попробовать. Ну, сначала мы должны Ты это. моя, Шампагне. шампагне. Да, шампань это моя То шампане. есть советского шампанского не нашлось. Нет, вот этот крупный газик уже не в тренде. Не тот, не В бедронке не знайшлось. Бедронка. Надеюсь, что в магазине Санта, значит, в магазине Корона, в магазине какие еще соседи. Виталюр. Выгодно Виталюра зайти. уже нет, Виталюра да? больше нет. Соседи Виталюра выгодно больше всегда нет. зайти. Надеюсь, что вы Евроопт. купите себе бутылочку, которая вам нравится. Да, потому что мы принимаем. Или не купите. Или купите воды, те минеральные. Посмотрите, процедура, а? А такая, знаешь, А человек не знает, как Маэт, шампанское открывать, не знает. Маэт-то Шандон. С хандом, да, там Ой, написано. ой, ой. Такой плотный. Кто? Маэт. Руки на одеяло. Ой. Ксюшенька, милая, молюсь за тебя. Как не Подожди, это полетел. же как всегда в компании. Дай я. Нет. Дай я сделаю. Нет. Пальчик, Нет. смотри, Это смотри. была я- шутка. А где такой? Был. Смотрите, Я видите всегда говорю, края? газик мелкий. Видите ли вы края? Тебе передать? Да, Вы, вижу. главное, не останавливайтесь. Видели ли вы Как края я так, как водичку вижу их я? Очень Всё хорошо, было. боже. Вот. Есть такое понятие, что сначала женщинам, потом мужчинам? Или гендерное равенство у нас нет, у полное? нас сейчас гендерное равенство и в отношении еды, алкоголя абсолютно. Как говорили в интервью, возможно, я это Издревле надо 700 добавлять. раз говорила, одни прекрасные люди, они когда-то в городе Минске открывали известный Вам. бар. И И вот там. одна из создательниц этого бара говорила, вот что в просека хорошо. Просека не обязательно пить, достаточно девочкам-подружкам сказать, вот давайте вечерком по просека. И душа уже весь день, ты уже такой по просека. Можно даже не пить, главное. Кто то скажет? Ксюша. Конечно, конечно. Добре. Всі чекаємо. Я випадкова. Давайте за цудоўны наступны год, каб ён нам усім падорыць цудоўнага огненнага зялёнага дракона, так? Так, правильно? Это ж Зялёнага? мой год. Ну, бачыце. Ну, так ён будзе ваш, і тады у вас все атрымаецца. За 2024. Этот звук будет? Да. Подожди, если это твой год, то тебе получается или 48, или 60. Не Неманский. не 90. А, нет, 90 не 120. вписывается. Какой Я букет? никогда такого вкусного не Какой пил. букет? Ну, это же не ламбруска. не ламбруска. Давайте так, Вообще давайте ни разу. разбираться все-таки с салатами. Давайте. Кто, что А и что из как. этого приготовили мы с Артемом? Вот, Вот ваша зеленая вот Я, вас я не хочу терял. все-таки тот попробовать наконец. Я тоже. Вы можете что просто это? влево передать Жуле. В детстве Жуле. так братик мой говорил, Катя, а ты можешь сделать мне такую жуле сделать? Я ему всегда делала пакетик А что такое растворяешь. жуле? Жуле это желе, но Желе, по-детски. но через У. Так. Вот оно Сейчас что. мы, хозяин, подождите, мы... Слушай, А у можно? нас есть Давай, две пока уловочки. выкладывайте, я вам скажу, что у нас в семье нравится эта программа. Дед Мороз тоже жил. И сначала его роль выполнял мой тесть, к сожалению, ушедший в прошлом году.
И он был Дедом Морозом. И это очаровывало нашу младшую дочь. Старшая уже понимала, что что-то тут не так. В итоге этот статус Деда Мороза перешел ко мне. И я какое-то время исполнял эту роль. И тоже не прижился, потому что младшая дочь, в конце концов, которая верила, что Дед Мороз существует, стала исполнять эту роль сама. И она была уверена, что Дед Мороз существует, когда она исполняла эту роль. Ви тільки осторожно про цю історію розповідайте. Є чоловік, який вірить в те, що Дед Мороз існує. Кстати, я тебе покажу Деда Мороза потом реально. А вы предпочитаете Деда Мороза, Санта-Клауса, Святого Николая? А Святого Николая? Вшистих. Wszystko jedno. У нас, напевно, Святий Ніколай. Ой, кто к нам пришел? Посмотрите. Тоже. Це Святий Миколай. Налейте ему компота. Хочешь бутерброд? Ось є у мене. Или как Тримай. там? Бутерброд с икрой. Вообще детям, наверное, чужим детям не предлагают продукцию, там родители как сами регулируют. Просто лучше раньше начать. С икрой, как с шардоном вашим этим. Да. Да, короче, давайте попробуем и разберемся. Я попробовал. А вы два салата дегустируете? Я специально два, чтобы проверить. Я Слушайте, не- знаете, что я могу сказать? Что Никакой. разницы-то никакой. Да? Зря есть- извели шейки. Есть детали, но... Хочеш що-небудь? Николай, ваш майонез. Боже. Що? Спасибо, дорогая. Это приятно. Це Оливье Матей. Він Матей? цудовний Это салат. оливье? Оливье это Матей. Він ще не ведає, що це таке. Поспробуєш? Ні. Ну, Криш. Странно, рецепторы так привыкли к обычному оливье, Что ищешь колбасу, да? необычный, Курочку да, ищет колбасу. Я тоже все жду, Там когда у вот эта Дениса ласковая есть колбаса курочка. из бумаги Курочка. упадет на... І есть вот- бульбочка. Салат столичный с горошком, который в столовках, например, подают. Ну вот, он ничем не отличается. О, по гляди, сути. нам уже приїхав. Будеш курочку? І Говори, да? бульбочку. Вот просто салат. Дякую. Все. Хорошо, просто салат. Например, Подожди, вот это... мы же думали, как? Вот сейчас мы настоящие французское оливье с раковыми шейками, там, с перепелами. Сейчас мы как попробуем, и как сразу такое начнется вот это вот все. Шампанзе. А не Не случилось. почалося. Угу. Это как вот Дед Мороз. Как бы да, как бы Дед Мороз, но понимаешь, что не это как настоящий. молитва. А вот это уже тут звучит у нас Леонард Коэн, аллилуйя. О, Да. Поэтому вот Да. ну, что ты? Ой, да, не хочеться таке прозвище. Скажи, назови. Давай. Не, ну, На букву Л, на букву П, на букву что? На букву Б, на букву К. Мы сейчас играем в города. Города из имен. Нет, мені просто гэты салат асоціюється вельмі моцна з выканаўцамі расійскімі. А с каким? Согласен. С какими? Как Совсем їх не- називають? Баскова, Кіркорова. Со всеми советско-салатными. Так, ну, в сенсі Леонард Коэна після... Не, ну нормально, важно продемонстрировать. Я, значит, пробую Я ваше представляю, вот прекрасно. это, смотрите. Для мене це не звучить. Боже, так страшно, оно как живое. В этом есть, так оно живое. Катя. конечно, гораздо больше Кажется, я текстур. становлюсь вегетарианкой. Во французском оливье гораздо больше текстур. Во французском оливье. На чужой власть. К какому я выводу прихожу? У советского меньше текстур, что объяснимо, да? Потому что там Федор Спиридонович Поваренков, там он как-то наворочил, он не думал о текстурах. Здесь текстур гораздо больше. Здесь есть и вот этот ланспик, который как холодец, и язык, и рябчик, и рак, и два вида огурцов. Он Подожди, ты такой- сейчас вот серьезно это говоришь? Да, посложнее толку? по текстуре. Но я понимаю, что большинство белорусов, половина, может быть, она скажет, что я привык к тому нашему старому советскому. Мгм. И у меня предложение, такой вердикт. Да.
Белорусы должны дружить со всеми оливье. Как скажете? Халезин сказал. Ребята, Человек всем с орденом. дружить. Давайте, Давайте за дружбу оливье. Народа. Дынь-дынь. Мы можем вставать иногда, если что. Да, можно вставать Катя, и можно можно вставать. говорить О. тосты. О, Все. Катя, Да. там А вам Матей, молодой ну, человек Вильмев хотел. Такая приятная, ну да. приятная передача. Слушай, так я схожу. Я Что тоже. ж, Я схожу. Я так само. Ой, Я не могу. ой, заходите, гости дорогие. Ой, пойду я в конюшню. Пойду я в новую конюшню. Запрягу я коня молодого, запрягу. Да А не я ты, наугад, просто- у меня не набор ты. каких-то, я ж не знаю, как на Всё, песню в порядку. Смотрите, у нас такое семейное, Дедушка на Семейная месте. фотография. Все на Вечеринка, месте. да. Фотография такая. семья вокруг дедушки собралась. Блин. Хорошо, что... Нет. Хорошо, что вы сидите, а не Правнучка вам лежите, привели. понимаете, как бы тут... Правдушка, мы с ума сошли уже. До ручки дошли. До ручки. Слушайте, у кого, кто когда-нибудь получилось так, что не получилось справить Новый год? У меня. Давай. Ой, это страшная история была. Ужасная. Она как бы может быть не совсем за столом, но раз уже. Это был Дубай. Я вел Новый год. Ну, конечно, не за столом. И где-то по дубайскому времени, вот в половину 12-го ночи, я почувствовал, что, А дубайское время это же почти как белорусское, да? ну, я не знаю, это было много лет назад, и что вот совсем как бы я... Там. Не Дискомфорт фо- кишечника, дискомфорт. говорят в рекламе обычно. Да. А там было несколько ведущих. Я своим партнерам сказал, говорю, ребята, подхватите меня там, если что, да, я пойду. Ну и, в общем, 12 часов ночи, Там. я там, внутри, а я слышу там уже и салюты, и я тоже, ура! Из соседней кабинки подхватывает кто-то, ура! Ура! Это был какой-то таец, ну из богатых тайцев, который приехал, и мы, в общем, А вдвоем- ты из богатых белорусов? а я вот, ну он как бы он из гостей был, а я вот... Из хозяев. И мы так продолжаем с ним по-английски. Where are you from? I'm Taylor, I'm from Belarus. I'm a host today. Oh, you're a host today? What's going on over there? I don't know, I got no clue. И мы сидим такие со спущенными штанами, вот это, а там... И Новый год. Вот. Но потом он взял этот таец специально бутылку какого-то дорогущего шампанского. И передал тебе внизу под Крисtal. кабиной. Нет, уже когда мы вышли, причем был момент, он вышел, он дождался меня, ну потому что Красиво. товарищ по несчастью. Помыл руки. Мы помыем, мы стоим, там поговорим. А он пошел, а это Бурж-Араб, это 24-26 этаж, зал Аль-Фалах. Он пошел, взял бутылку Кристал, Сыпят этими названиями. бутылку Кристал, и вместе мы, ну, на самом То есть деле, я Crystal ее ты выпил. пил? А ты Я ее выпил. помоец, да? Да, Шандор? я чувствую, что просто это немножко другой уровень. И Да, вот да, это да, был да. не встреченный, Богатый встреченный белорус, он же в Новый другом год. мире живет. Такой вот, Богатый так. таец. Это Беларусь был бедный, Ну, просто подожди, таец. а это же Тайцу был не повезло. то, что не встречный. Это Но как? встреченный. Но не там, где хотелось. А простите, а шутка, что ты проиграл Новый год, нет? Это не для этой программы, это не для детского шоу? Я на самом деле ждал, когда кто-то за этим столом А я произнесет вот это вот. здесь! Я всегда рядом, я всегда поддержу тебя в твоих шуточках, в твоем юморе. Вот. Давай уже продавай шуточку. Так вот же она просрал Новый год. Зачем? Вот это ж было. Он, боже, он продублировал шутку второй раз. То есть он объяснил. Да. Так и живем. Скажите мне еще, вы вот чем радуете своих близких? Какие подарки? Я хорошим поведением. Не, ну ты да, ты Ну, ты- у меня- в этом году ты вел себя Я- хорошо, дело в поэтому том, она что- с тобой все-таки делит этот стол. У нас общий счет. Нет уже. А уже нет? У нас уже нет. Уже час как Подожди, нет. у нас карточка, у нас общий счет, и у каждого по карточке. Соответственно, если Уже я иду совсем иначе. Кате, если я иду Кате покупать подарок,
она видит, что я в каком магазине был и что я купил. Поэтому смысла особого нет. Денис, а знять гроши с карты и наличкой купить? Налом купить где-нибудь там О, это так что-нибудь. сложно. То есть это надо идти сначала снять деньги, потом пойти в магазин на... Это любовь не такого масштаба. А нічого, що банкомати, звичайно, біля самих крамів. До свидания, Артем. А, я До зрозумів. свидания. Вельми складно зняти гроші. Поэтому мы делаем так. Катя, тебе что на Новый год? Вот это, а мне вот это на Новый год. Взаимозачет, взаимозачет. Так, И а всё. где Дайсон, простите? Сейчас на слове Dyson у меня сразу возникает лексическая редупликация. Пылесос я себе Dyson. сама купила, а Дайсон я еще хочу. Ты сама купила? Это не просто фен! Я знаю. Я знаю. А вы что любите? А ми, до речі, не даримо один одному на Новий год ніяких подарунків. Ми летим. Ми летим кудись. Так, ось, В этом наприклад, году. зараз. Так. Мы летим, например, на Кипр. А Мне- всегда? Это уже было у минулому. Куда очень летите А нравится. сейчас куда? В Рим. В Рим. Правильно. А были до этого? Римские каникулы. Ні. Ні, ось так як О, просто погулять. кайф. Ні. Прям вас Только ждет. у нас был кайф в пустыне. Кайф в То пустині. есть, а мы Кайф и не пустыни. дарим ничего, и никуда и не И летим. никуда не летим. Матей. Мой формат идеального Нового Никто года еще жаба. это вот такой салатик, вот такие вот Так, бутербродики, например, все, больше ничего нет. так, И вдвоем это укутавшись точно пустыня. под пледиком, смотреть свечи, там всего пару бутылочек вот таких вот майотов с хандонов. Смотреть свечи. Смотреть И свечи. смотреть какой-нибудь... А с кем, укутавшись, простите? Ну, с тобой, не с тобой, это уже без разницы. І глядіть, що? Ребята, нас накрыли! Брат мистера Пилов. Спасибо, мальчик. Как тебя зовут? Так иди, Матей. коля дедушки Без постоян. подарка не оставлю. Матей, скажи, а что ты можешь чем порадовать дедушку, а дедушку тебе вручит подарочек новогодний? Песенку спеть. Песенку сказать. Давай. Давай. Родители на бейке. Давай, Californication. Гориллас. Пап, только с тобой. Со мной? Альбо... Чи 105 Так, треба гитару взять. Ну давайте. И папе тогда подарочек будет. А мамі? А А маме в Рим летит. До свидания, мама. папа с ребенком поделятся. Нап'юсь води з горя. Ну что, может за наступающий? Сначала нужно проводить Моті? уходящий, уходящий, а потом, черт побери, за наступающие. Мы даже можем и за 2025 выпить. Ну, сразу уже раз. Давайте, ребята, вы можете встать, а я нет, у меня штаны под платьем, я не готовилась, я думала, мы А новости. знала бы ты, что у меня под костюмом. Скажи, это ты Боярского привела? Это да, каналья моя. Артем, просим. да. Давайте, Артём. нет, знаете, обычно зовут Дедушка Мороза, а мы, поскольку уже... Давайте Дедушка назовем Мороз уже Артём. Артем, Артем, Артем. Денис, ты не заметил. Подожди, сейчас он не придет, приходит. скажет, надо гитару настроить, сейчас Да. еще что-то вот. Ого, сейчас начнем. а ну-ка иди к нам. Настоящий Иди-ка к нам. Это Так давайте на настоящий стульчик Святой его Николай. поставим. Эй, На стульчик поставим. Мы даже можем на стол. Давайте На на стол не стульчик надо, сядем на стол сначала. опасно, да? Давайте. Іди сюди, я тебе... А мы будем стоя петь или сидя? Давай, стоя. Давай, Скажите нам, становись. Ребята, скажи нам, Ну Роберт, что, Матей? сидя, наверное, Давай да? святи заспеваем. Да? Де моє? Так? Заставайся у этой шапці, тобі вельми пасує. Песня, яка не була написана в Білорусі, але про Білорусь. Холодный ветер обвивает мои сны. Наушно могу бачить город на землі. У гэтым городе згубился и знаешь ли,
Где мое солнце палит краски, черными крыльями вздымаюсь крыл, все мне снова буду молить, только кажется, Растрогали вы дедушку. Сейчас Ой, с нами же Дед Мороз. Господи, он еще... Как там, подарки от Деда Мороза Республики Как Беларусь. называется твое шоу, Коля? Перетрем... Перетрем. Поэтому вам на память терка от Коли фирменная. А тебе, Матей, килограмм мандарин, чтобы ты кушал Дедушка сам весь взвешивал. Новый год. Мне Аплодисменты. нравится, как Матей смотрит на терку. мешок, да, на мешок. Терку, мандарины. У нас ни Матея, мандарины и терка, ни это правильно, песни, это ничего нет для вас, дедушка. Будет сложно перебить, 100%. но мешок еще не опустил. Денис, хочешь подарок от меня? Я хочу подарок от тебя. Ну, не тот подарок, о котором ты подумал. Я не А подумал то, о что том у меня в подарке. мешке. Я именно об этом подарке и подумал, Дедушка Мороз. Конечно. У нас же надо вопрос задавать так. Хочешь, Денис, терку? Ребята, Если ты понимаешь, о чем я. слушайте, а если у нас не терка, мы можем поменяться? Нам так нужна терка, я не успел заказать ее просто. Сейчас я наколдую. Это я Шей Дайсон. Это я Шей Дайсон. Дайсон терка. Конечно. Не, подождите, нам, возможно, тоже дадут, тогда не надо А будет. подарки не от дарки, так что нет проблем. Вот так. Что? Что? А что, станцуй там, красиво что-нибудь Давай, сделай. как там Вот, под вот, песню? А чему песню. только Денис? Катя. Потому что он, Я он виноват, он обделена плохо себя вел весь талантом. год. Я в нашей Я семье был плохим мозг, мальчиком. а он все остальное. Приходит... ладно, вырежите, если что. Приходит Иисус Христос в город. Опа, а там толпа на площади собралась, и все с камушками такие стоят. Он говорит, что такое? А ему объясняют, а вот грешница, мы сейчас ее камнями-то и забросаем. Иисус Христос выходит и говорит, кто без греха, пусть первый бросит в меня камень. Все призадумались, камушки из рук повыпадали. И тут откуда-то с задних рядов свист, камень летит в стенку. Иисус только успевает отклониться, поворачивается и говорит, мама, я же просил вас оставаться дома. Это рождественские истории. Это веселый детский рождественский. Катя, тебе за меня... Ну, Денис заслужил. Там терка? Ура! Капец, а что это такое? Это заглушка от терки. Это ложка, палец. которой ты будешь есть бульон. Это, подождите, на самом деле это называется гратер или гратер. Это вот, когда ты берешь сыр и вот так вот. Подождите, над свеклу блюдом. нельзя этим? Нет, посмотри. Что? Посмотри, ты хочешь... Это лазерная заточка. Мне нравится. Я рукой могу вот так водить. Ага. Не только рукой. О, будут такие игры. Будешь говорить, я драник, а ты терка. Три меня. Три меня как следует. Давайте же поиграем. Или скажешь, потри мне спинку. Ну что, мальчик Я Коля, настаиваю на Остался- шутке от Деда Мороза. На чем? сейчас шутки. последний подарок вручу и шутку расскажу. Ну, Коля, чем ты меня порадуешь? Порадую, дедушка, я тебя. Бубенцами. Скажу так, знаешь что, мой подарком порадую. Ты останешься на следующий год на своей должности. Но только ты. Из дедов только ты. Да, Санта-Клауса этого замучим. Но у меня другая терка. Самая крутая, потому что ты хозяин этого шоу. Да, вот это и спинку. А сколько у нас терок? 4! И бонус. Мандарин. Спасибо, как раз под эту терочку. Дедушка, выпей. Дедушка, выпей. Это такой стресс работать с ивентерами, аниматорами, артистами и Халединым.
Да. Ну давайте за дедушку, что он все-таки нас посетил. Дедушка, дякую тебе великий. И за все, Дякую вам, и за все терки мира. что собрались. Я вас нашел. Вот шип до вас прикрепил. Как будьте здоровы. Товарищ майор, ну. Оставь Кате телефон своего парикмахера, она будет завивку скоро делать. И окулиста, А чё который Катя? прописал мне. А чё Катя? Ладно, на самом деле, я же не Дед Мороз. А кто же ты? Мистер Пил? Я Святой Николай. Ладно, я Нона Мордюкова. Я Максим Коновал. Максим, ты снял микрофон. Я Максим Коновал. Все, кто смотрит из спецслужб. Алло! У меня есть квартира в Новополоцке. Вы можете конфисковать. Но она ничего не стоит. И я ухожу в закат по грустной музыке. Мы сняли 25-й кадр. Господь. Кого? Осталось позвонить Давайте. митрополиту Сейчас Кириллу. такой звонят из администрации в горосполком Новополоцке такой. Там квартира, да, поклейте ему хоть обои. Мам, дорогая. Значит, вот смотрите, вот там на нас смотрят красные такие глазки. Это белорусы. Вы им должны сначала сказать, что вы пожелаете себе, а потом пожелать что-то им. Сначала, что мы пожелаем себе? Себе хотелось бы прежде всего Перепишем просто. Давай, Это перепишем, подводка. давай. Я его сбила, там перекладывали руки в голове. Зачем ты Давай. это сделала? Я люблю всех перебивать. На шоу «Белорусская мечта» я всегда перебиваю людей. Погнали. Как говорил Витя Ивашкевич, перебивай своих москалев, меня треба перепынять. Как скажете. Мужчина, как скажете. Да. Вот глазки красные, там сидят белорусы. Желаем сначала что-то себе, а потом им. И начинаем мы с Дениса, потому что он ДД. Хочется нам пожелать, вот себе самому пожелать, сохранить тот баланс, то настроение, то стремление и любовь к жизни, которые вот сейчас во мне, конец 23-го года, да, взрослый человек, ту радость, возможно, где-то даже детскую наивность, она во мне очень нравится. Поэтому себе бы я пожелал, конечно же, сохранить то, что уже есть. Ну и как-то вот приобрести, может быть, какие-нибудь интересные новые качества. Не всегда нужные в жизни, но пусть с ними веселей, с этими качествами. А белорусам, не белорусам я буду желать, я буду желать своим друзьям, своим приятелям, которые сейчас находятся в Беларуси. Просто такой небольшой телемост получается, даже не пожелание. Ребята, я о вас помню, я люблю, я просматриваю наши видосы, наши общие фотографии. Вы всегда в моем сердце, и я очень-очень-очень жду, когда мы сможем встретиться. Либо же вы где-то вот проездом в Польше будете, либо же идеальный вариант — это когда мы все встретимся в Минске. Обнимемся, расплачемся, расцелуемся, напьемся и нагуляемся вместе. Все, до встречи обязательно в ближайшее самое время. Ты теперь? Давай, Да? Катюша. Теперь, да? Я жду просто, когда ведущий предоставит мне слово. То есть только так. Желаю белорусам за этим столом, нам всем, всем нашим друзьям, белорусам в Беларуси сберечь себя до момента, когда исполнится наша белорусская мечта. Она исполнится обязательно. Главное — держаться, главное — беречь здоровье и ментальное, и физическое, главное — друг друга поддерживать. Белорусы, некоторые находятся в сложной ситуации, некоторые на свободе, некоторые вне, некоторые за столом собираются, у них есть возможность друг друга видеть рядышком, но главное — держаться вместе, поэтому солидарности и исполнения нашей мечты. Дед Мороз будет желать что-то? Конечно. Я присоединяюсь.
О, Вы же сказанного, как говорится. отличный тост. Я пожелаю себе, ну и всем нам тоже в целом, почаще улыбаться, даже не улыбаться, а смеяться и не верить во все эти бабушкинские фразы, что нельзя много смеяться, потом плакать будешь. Не будешь. Уверен, что будут в наступающем году у нас много поводов для оптимизма, позитива, поэтому желаю и себе, и всем сохранять бодрость духа и заряд оптимизма, который уверен, точнее, который уверен оправдает наши ожидания. И пускай белорусы как можно чаще собираются вот так вместе за одним столом, шутят, рассказывают анекдоты про Иисуса. Пускай эти шутки не заканчиваются. Хочу пожадаць беларусам, якія А сабе? у першую чаргу. Добра. Хочу пожадаць сабе працягваць пісаць песні, крутыя песні, знаходзіць натхненне, працягваць любіць гэты свет так, як я люблю, працягваць адчуваць момант жыцця, пісаць дзённік і верыць, што калісьці мы з Ксюшай выйдзем на сцэне ў Мінску і ўбачым вашыя вочы і будзем разам спяваць. А ўсім беларусам хачу пажадаць, якія падлегласці нас не раз'ядноўвалі, як сказаць, не раздзялялі, якія падлегласці нас не раздзялялі. Мы павінны трымацца разам, хаця вельмі шмат людзей хочуць гэтага раздзялення. Я веру ў тое, што нешта ёсць паміж намі агульнае, што ніколі не зможа быць асобным. Паважаныя, Да. Сама это- жизнь. Давайте оценим этот момент, он был классный. Я працягну, добра? Паважаныя даражэнькія беларусы, якія падлегласці нас не раздзялялі, давайце працягваць верыць у нашу агульную мару, працягваць рабіць сваю справу, што б не адбывалася, і калі мы адчуваем, што камусьці дрэнна, працягваць руку дапамогі. З Новым годам, жыве Беларусь! Слушай, Так прыгожа сказаў, што мне нават і не ведаю, што тут казаць. Вот таким слез. Ну, я насамрэч далучаюся да тваіх словаў, але наконт таго, што пажадаць сабе, я б хацела пажадаць далей імкнуцца да тых ідэй і да сваёй мары, якую я сабе прыдумала, працаваць над ёй, не губляць сілы, працягваць верыць у тое, што гэта можа здзейсніцца, працягваць берагчы тое, што ўжо напрацавалася ўнутры, не згубіць гэта, не згубіць вось гэтае цудоўнае пачуццё сям'і, якое зараз у нас ёсць і пануе. І гэтага таксама хочацца пажадаць усім вам. Каб вы ведалі, што блізкія і родныя, яны заўсёды з вамі побач, дзе б яны не былі, і калі нават іх ужо няма на свеце, яны з вамі ў вашым сэрцы. І памятайце, што наступіць дзень, калі мы ўсе разам збяремся ў Мінску, будзем абдымаць сваіх сяброў і спяваць песню гурта «Новы бэнд» на вялікім канцэрце. З Новым годам! Дзынь-дзынь! І дзынькнемся і ваш галоўны. да, Слово я себе хочу пожелать здоровья физического и психического, потому что нам всем очень непросто проживать эти годы, эти очень сложные годы, они какие-то стали слишком сложными для нас, но мне очень нравится, как белорусы держатся, и мне очень вселяет это какую-то невероятную уверенность в будущем.
Хочется, чтобы сохранился тот творческий запал, который есть и который позволяет реализовывать большие проекты и проекты для Беларуси, проекты для белорусов, которые очень важны, потому что любой положительный пример сегодня архиважен. Он дает стимул жить дальше. А нам всем я хочу пожелать, чтобы мы прекратили делиться на оставшихся и уехавших, чтобы мы стали просто белорусами. И как только мы это до конца осознаем, как только мы это примем, мы сразу достигнем всего того, чего мы хотим. Вообще всего. Живи Беларусь! Живее! Ну, песню, песню надо. Ну, надо песню. Уже Прям надо. Можем... Ну, больше веселую ж, напевно. Конечно. Давай історію життя. Давай. Да? Історія